Урматтуу Абдулла Нигматович, сизди берекелүү Ысык-Көл жергесинде кабыл алып жатканыма кубанычтамын. Сизге жана сиз жетектеп келген өкмөттүк делегациянын бардык мүчөлөрүнө кош келиңиздер демекчимин. Мен үчүн боордош өзбек тарабын кабыл алуу ар дайым чоң кубаныч тартуулайт. Биздин элдерибиздин бир туугандыгы, тарыхый, маданий, рухий жалпылуулугу биздин эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүдө негизги факторлордон болуп эсептелет. Сиздин Чолпон Ата шаарына иш сапар менен келүүңүздүн негизги максаты болгон Кыргыз-Өзбек өкмөттөр аралык кеңешинин 10-чу отуруму ийгиликтүү жана конструктивдүү түрдө өтөт деп ишеним артам. Келе жаткан иш-чараларга жемиштүү жыйынтыктарды каалайм. Уважаемый Абдулла Нигматович, сердечно приветствую вас на берегу жемчужины нашей страны, озеро Ысык-Куль. Прежде всего, от всей души поздравляю вас с успешным проведением неочередных выборов президента Республики Узбекистан. Итоги президентских выборов являются ярким свидетельством высокого авторитета президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева, огромного доверия народа и поддержки проводимой им эффективной и дальновидной политики. Уверен, что происходящие масштабные реформы будут способствовать дальнейшему процветанию братского народа Узбекистана. Хочу пожелать вам всяческих успехов в достижении поставленных целей. Уважаемый Абдулла Нигматович, в кыргызско-узбекских отношениях произошли беспрецедентные позитивные изменения практически по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Хотел бы отметить исключительную и важную роль президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева, в этих совместных достижениях. Меня проинформировали, что с начала 2023 года состоялись более 50 взаимных визитов и совместных мероприятий, стержневым из которых явился состоявшийся прорывной исторический государственный визит моего друга, дорогого друга и коллеги, брата, уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева в Кыргызстан. Убежден, что тесные межгосударственные связи будут способствовать кардинальному изменению подходов к решению системно-узловых вопросов кыргызско-узбекских взаимоотношений, дальнейшему поддерживанию постоянного и многоуровневого диалога, позволяющему в конструктивной и доверительной атмосфере реализовывать совместные задачи. Еще раз добро пожаловать, уважаемый Абдулла Нигматович, пожалуйста, вам слово. Ассаламу алейкум, катта рахмат. Ваше превосходительство, уважаемый Садыр Нургажаевич, благодарю вас за уделенное время в своем плотном графике для встречи. Прежде всего, позвольте передать вам самые сердечные приветствия и самые теплые пожелания от его превосходительства президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева. Вы одним из первых поздравили главу нашего государства с успешной, убедительной победой на недавних выборах президента Республики Узбекистан. Это еще одно свидетельство высокого уровня отношений между нашими странами и твердой поддержки братского Кыргызстана. Как отмечал уважаемый Шавкат Миромонович, Кыргызстан – наш важный стратегический партнер, ближайший сосед и испытанный временем друг. Благодаря твердой политической воле, дружественным и доверительным отношениям между вами, уважаемый Садыр Нургажаевич и уважаемым Шавкат Миромоновичем, открыта новая страница в развитии узбекско-кыргызского сотрудничества. Государственный визит президента Республики Узбекистан в Кыргызскую республику в январе этого года без преувеличения стал важным фактором дальнейшего укрепления фундамента многопланового сотрудничества и в интересах двух братских народов. Главным итогом состоявшихся переговоров стало принятие исторических решений, вывод двухсторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, завершение процесса делимитации узбекско-кыргызской государственной границы. В Узбекистане искренне радуются успехам братского Кыргызстана. Устойчиво развивается экономика,
укрепляется международный авторитет страны, растет благосостояние населения. Самое главное, обеспечивается стабильность в обществе. Как вы совершенно правильно отметили в своей книге «Путь построения нового Кыргызстана», только вместе и в согласии можно построить сильный Кыргызстан. Достигаемые Кыргызстаном успехи – это прежде всего результат ваших последовательных реформ и дальновидного руководства, ваше превосходительство. Еще одним ярким символом успешного развития Кыргызстана является строительство современного эко-города Осман в Иссык-Кульской области, старт которому вы лично дали 30 июня. Уважаемый Садыр Нургаджаевич, визит нашей делегации в Кыргызстан нацелен на дальнейшее наполнение экономической повестки двухсторонних отношений. Мы с уважаемым Акылбек Усумбековичем завтра проведем очередное 10-е межправительственное заседание межправительственной комиссии, обсудим новые проекты кооперации, продвижение крупных совместных проектов, принятие мер по углублению взаимодействия регионов и деловых кругов двух стран. Отрадно, что по итогам 2022 года наш товарооборот вырос на 32% и достиг рекордных показателей 1 миллиард 260 миллионов долларов. Нашим правительством совместно предстоит принять меры по наращиванию взаимной торговли для достижения поставленных главами наших государств доведения товарооборота до 2 миллиардов долларов. Спасибо.